Посмотрите, эти кадры сделаны на Байконуре 22 марта. Вот так стартовала ракета-носитель «Союз» с 38 спутниками на борту. В числе этих спутников и Куб SX Sirius. Он должен вести экологический мониторинг. Казалось бы, ничего необычного. Но дело в том, что в разработке этого спутника, который сейчас находится на орбите, принимали участие 3 якутских старшеклассников. И можно сказать, что это якутский старт в космос. Есть выключение двигателей боковых блоков, есть отделение боковых блоков. Анатолий Антонов – один из разработчиков спутника Куб SX Sirius. Он окончил физико-технический лицей в Якутске и теперь учится в рамках образовательного IT-проекта «Школа-21» в Москве. Проектированием и космосом он увлекся еще в детстве. Это началось с класса 7, наверное, у нас в школе в физико-техническом лицее был кружок, можно сказать, консат. То есть это такие же спутники, только в формате не куба, а банки. Есть всероссийские соревнования по конструированию этих спутников. И вот наш учитель Романов Юрий Николаевич, он нас позвал, заинтересовал. И мне интересна тема космоса. А почему? Ну, это же космос, там. Мы ничего не знаем о нем, и, скорее всего, в ближайшее время будем все больше и больше его изучать. Сейчас Антон работает над новым космическим проектом. Это спутниковая платформа, которая пока называется ЕКТ-САТ. Это такой набор конструкторов. Очертания. Я, когда был избран президентом республики, перед собой поставил 3 единые задачи. Это первое была сделать открытую операцию на сердце. Второе по интеллектуальному развитию занять одно из ведущих мест в Российской Федерации, что мы были территорией самой образованной среди субъектов Российской Федерации. И третья задача была полететь в космическое пространство представителем народа Саха. Я создал специальную комиссию во главе с Василием Васильевичем Филипповым, тогда он ректором университета был и президентом Академии Якутской был. Ему было дано поручение, чтобы искать и найти. Мы в 2000 году сделали операцию. Если мы в 90-м году среди субъектов Российской Федерации по интеллектуальному развитию 41 место занимали, то в 2000 году мы вышли на 8 место. Вот третья задача, она не выполнена. Мы искали ребят среди военнослужащих, среди гражданской авиации, но не нашли. Идея эта не угасла. Почти 10 лет назад о проекте якутского космонавта снова заговорили. А именно в 2012 году, когда мы перешли, значит, в гражданскую систему, то есть уже с корпорацией Роскосмос, она объявила первый открытый набор. В 2012 году у нас участвовал наш земляк Алексей Дегтярев.
пилот авиакомпании «Якутия». На самом деле на первом этапе мы отобрали 2 пилотов. Посчитали, что они наиболее подготовленная категория. Но, к сожалению, первого у нас списали по медицинским показаниям. Алексей Дегтярев у нас прошел по медицинским, по психологическим и так далее. Но, к сожалению, вот по физической подготовке он не прошел. Требования к будущим космонавтам просто космические. Извините меня за такой каламбур, но по-другому и не скажешь. Претенденты должны быть интеллектуально развиты, сообразительны, моментально принимать решения в стрессовых ситуациях. При этом обладать невероятными физическими способностями. Уметь плавать, бегать, прыгать с парашютом. И все это не на любительском уровне, я хочу подчеркнуть. Их организмы постоянно подвергаются невероятным испытаниям. Это настоящая сурдобарокамера, которая использовалась при подготовке первых космонавтов. В таком замкнутом пространстве человек должен находиться от 10 до 15 суток, полностью отрезанный от внешнего мира. Здесь проверялось нервно-психологическое состояние будущего космонавта, пилота, ведь действительно человек должен оказаться в космосе один на один с собой. Традиционно космонавты – это летчики, военные, инженеры, но шагнувшие вперед технологии сегодня позволяют расширить список претендентов. Могут участвовать люди, имеющие медицинское образование, да? Могут участвовать у нас люди, которые занимаются наукой, могут участвовать инженерный состав. То есть спектр шире стал. В принципе, у американцев эта система давно работает. Мы знаем о том, что люди в 50 летают, ученые. Это вот 3-е кресло называется, да. 2-е у нас кресло, это у нас борт-инженер номер 2. И борт-инженер номер 1 и борт-инженер номер 3 – это обязательно 3-е кресло, это космонавт-исследователь называется, да. Это отличный шанс дать новый старт проекту о якутском космонавте. И такую возможность решили не упускать в правительстве республики. Не так давно в Якутии была создана межведомственная рабочая группа по отбору кандидатов в космический отряд. На сегодняшний день есть 3 заявления. И один из кандидатов, сотрудник авиакомпании «Якутия», прошел углубленное медицинское обследование, тестирование и является одним из кандидатов номер 1. Я думаю, что в ближайшие годы мы осуществим мечту, и среди отряда космонавтов появится якутянин. Программа «Якутский космонавт», она многоплановая. Здесь есть несколько проектов, такие проекты, как «Молодежь в авиацию», «Старт в космос», военно-патриотические направления, научно-исследовательские работы. Поэтому я думаю, что этот проект чрезвычайно важный. И вот космонавтика – это одна из отраслей, где можно реализоваться любому человеку, и перечень профессий здесь очень широкий. Поэтому это очень важно и очень интересно, очень полезно. Вообще исследование космоса – это чрезвычайно увлекательная вещь, и она притягивает многими неизвестными сторонами и в этом процессе, и тех знаний, которые получаются в процессе исследования. И когда молодые люди интересуются наукой, инженерией, у них есть желание создавать что-то, конструировать, исследовать, получать знания, то это очень сильно обогащает человека. Это Амгинский лицей имени Киринского. 3-й год местные ученики активно участвуют в программе «Старт в космос». Но к звездам здесь особое отношение уже давно. Мы носим имя великого нашего земляка, академика Киринского. Конечно, став большим ученым в области физики магнетизма, была большая группа, который участвовал в эксперименте, он был руководителем этой группы, работал вопросами регенерации газа, воды, пищи для человека в замкнутой экосистеме. Это было еще новое открытие в 60-е годы. Начиная с 2012 года, когда у нас появился впервые технопарк, с того момента у нас, например, лаборатория естественно-научного знания, потом лаборатория техно. Постепенно мы стали наблюдать за звездным небом, начали заниматься моделированием ракет, которые были запущены у нас в лицее. Да? И
Вот этот интерес постепенно перерос в наш проект «Старт Космос». Данный проект поддерживается главой республики Саха-Якутия Айсеном Сергеевичем Николаевым. Основная задача проекта «Старт в космос» – первое – это подготовка высококвалифицированных кадров для аэрокосмического комплекса. Второе – это у нас патриотическое воспитание нашего подрастающего поколения. И третье – это, конечно, я очень надеюсь, все-таки это у нас подготовка нашего якутского космонавта и полет в космос космодрома «Восточный». Владислав Уваров уже несколько лет грезит о звездах, строит с друзьями прототипы спутников, изучает орбитальные корабли. По программе «Старт в космос» он побывал в подмосковном звездном городке и теперь мечтает стать космонавтом. Да, я мечтаю, но я знаю, насколько это трудно. То, что нужно очень хорошо учиться, быть физически сильным, чтобы выдерживать сильные нагрузки на свое тело, давление сильное выдерживать. Планета, конечно, тоже интересна, но самое интересное – это именно квазары и черные дыры, солнцеподобные звезды и многое остальное. Именно это меня интересует, и я рвусь к неизведанному. Мне нравится смотреть на небо по вечерам. Сегодня программа «Старт в космос» объединяет около 300 детей из разных районов республики. Они участвуют в олимпиадах, знакомятся с особенностями подготовки будущих пилотов, общаются с космонавтами. Это дает им возможность уже в школе понять, хотят ли они связать свою жизнь с космосом. Ребята вообще проявляют очень большой интерес и к авиации, да, и к космонавтике тоже. Есть такие дети, которые об этом мечтают, и могли бы они, если они себе поставят такую цель и целенаправленно будут заниматься, конечно, якутские дети вполне могли бы стать космонавтами, потому что у нас характер закаленный суровыми нашими природными и климатическими условиями. У якутских детей вообще способности по математике и физике, например, по таким предметам есть очень хорошие, да, при условии крепкого здоровья. Я думаю, вполне это выполнимая задача. Кстати, если вы хотите связать свою жизнь с космосом, не обязательно уезжать из Якутии. Мало кто знает, что в нашей республике есть ракетный полигон. Небольшой, но действующий. Он расположен в Тиксе. С него можно запускать исследовательские аппараты на высоту до 300 километров. А это уже ближний космос. Это исследовательский объект, который позволяет изучать ближний космос и ионосферу. А это на сегодняшний день крайне важная область исследований научных, поскольку сегодня все, что происходит в цифровизации, оно происходит с помощью космических аппаратов. И мы должны хорошо знать, что там происходит, что это за условия работы. Ученые настаивают на том, чтобы эта работа была продолжена. К работе этого испытательного полигона, безусловно, могут привлечены быть и молодые ученые, и специалисты, студенты, аспиранты, школьники. И даже можно, я думаю, организовать таким образом, чтобы самые увлеченные наши учащиеся, молодежь, могли присутствовать при этом запуске. Мечтать о полетах к звездам можно и нужно. И чем больше мы об этом знаем и говорим, тем реальнее и ближе становится наш якутский старт в космос. Максим Кардозу, Лия Яковлева, Виктор Олесов, Джур Березкин, Михаил Юмшанов. Москва, Якутск, Амга.